Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В преддверии нового учебного года не только педагогов, но и родителей волнуют вопросы нововведений в образовательных программах и о том, какие новые образовательные стандарты ждут учеников этого года. Сегодня у нас в гостях Ирина Любимова, министр образования республики. Ирина Павловна, здравствуйте. Добрый день. Как сегодня идет подготовка к новому учебному году? Новый год, учебный год сегодня будет у нас необычный, поэтому мы готовимся уже давно, начиная с весны. Это, во-первых, и проведение капитального ремонта школ, и подготовка кадров, и набор наших детей в электронном формате. Поэтому подготовка идет вовсю, и мы думаем, что мы уже практически готовы на сегодня. Скажите, а какие нововведения в образовании в этом году ожидаются? Во-первых, у нас реализуется федеральный проект школы Министерства просвещения, и там в этом проекте единая воспитательная среда по всей России, единая воспитательная программа. Мы получили установки, что с 1 сентября мы должны во всех образовательных организациях поднять российский флаг, петь гимны, ну и провести уроки о важном. Поговорим, разговор о важном называется этот урок. Мы получили все сценарии, и воспитывающая среда урока, приведение нового госстандарта, и в целом они должны быть взаимосвязаны, и воспитательная среда, и учебная среда, поэтому сегодня очень много нововведений именно в деятельности, в жизни школы и дошкольных учреждений. Также одно из нововведений — появится советник при директоре школы, если я не ошибаюсь. Да, это часть этого проекта. У нас появятся советники во всех школах республики, в средних школах. Мы попали в число 35 регионов Российской Федерации, прошли большой отбор, конкурс, и всех советников мы сегодня обучаем, и они получат у нас федеральную поддержку, заработную плату, и практически программа их работы уже готова. Это люди, которые будут заниматься именно с детьми, с ними общаться и поговорить, разговаривать с ними, в общем, о их жизни, будут с детьми провести свое время в школе. В чем была необходимость введения такой новой, непривычной для нас должности? Эта должность, она появилась, я думаю, недавно, но идея в этом году появилась, но она была нужна давно. На самом деле учителя дают уроки, а по воспитательной работе нужны еще люди, которые не только их мониторят, наших детей, куда они ходят, чем они заняты. Такие люди нам нужны, чтобы узнать проблемы, какие вопросы сегодня волнуют наших детей. Вот в этом плане очень нужны такие люди, которые общаются, играя с детьми, общаясь, тоже доводят до классных руководителей, до психологов, до социальных педагогов. Сегодня вот состояние души ребенка и помогает ребенку социализироваться. Поэтому такие люди очень нужны на самом деле. Давайте поговорим с вами и о федеральном государственном образовательном стандарте. Наверняка там тоже произошли некоторые изменения. Мы об этом говорили недавно на августовском совещании, что федеральный государственный стандарт общего и начального образования у нас сегодня обновился. Об обновлении мы узнали еще год назад. С этого учебного года 1 и 5 классы будут обучаться по новому стандарту. Это, во-первых, мы должны с учебным процессом интегрировать воспитательный процесс, чтобы у детей развивалась функциональная грамотность детей, чтобы дети сами логически мышление свое передавали и при этом получали знания. В общем, стандарт поменялся в том плане, в содержательном плане, именно по методам обучения детей, поэтому, готовя учителей, мы сегодня, они все прошли курсы повышения, а их у нас сегодня 18 тысяч более учителей, которые обучают 1 и 5 классы. И через год уже другие остальные классы, и через 3 года вся школа будет жить в обновленных стандартах. Тогда давайте поговорим и о педагогах. Насколько сейчас общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами? Это ежегодно, когда мы сами открываем вакансии.
на этот учебный год, когда мы готовимся к новому учебному году, мы с января месяца уже прогнозируем свои кадры. И в феврале этого года, когда мы узнали, что у нас более 800 вакансий в республике, мы, конечно, ряд мероприятий провели. В общем, и ярмарки вакансий, и когда муниципальное образование и директора школ сами приглашают к себе молодых учителей, и те программы региональные, которые у нас есть, и учитель Арктики, и поддержка учителей, обеспечение жильем учителей, и федеральная программа «Земский учитель». Все эти программы поддерживают учителей, которые желают выехать в северные или арктические районы, или в центральные районы, финансовая поддержка. Ну и обязательно сейчас это методическая поддержка наших молодых учителей. В этом году мы возобновили очень активно ассоциацию молодых учителей, чтобы им была оказана первая такая методическая помощь при работе. Какие новые проекты появились в среднем профессиональном образовании, если уж мы о школе с вами поговорили? На самом деле среднее профессиональное образование в последние годы развивается очень стабильно и активно. Во-первых, это когда с появлением движения WorldSkills мы поменяли содержание работы, содержание именно подготовки наших рабочих профессий и специальностей. Сегодня наши выпускники сдают демонстрационный экзамен. Каждый год увеличивается количество таких студентов, которые сами добровольно выбирают, демонстрируют свои умения и навыки уже на экзамене. Да? Это не только теория, это уже подготовка какого-то продукта. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, у нас в этом году появляется новый проект «Профессионалитет», который объединяет несколько учреждений. В Российской Федерации был такой конкурс отборочный, и сельскохозяйственный техникум выиграл этот конкурс, и при составлении того же содержания образования участвуют уже работодатели. Сами практически свои требования выставляют, и мы содержание образования меняем, и 100% здесь практикоориентированное обучение должно быть. Это, во-первых. Во-вторых, в этом году мы тоже приняли участие в всероссийском конкурсе, когда колледжи по инновационным проектам на основе традиционных таких наших традиций нашего народа приняли участие в конкурсе креативных индустрий. И колледж технологий и дизайна тоже выиграл как колледж креативных технологий, поэтому этот проект тоже с этого года стартует. Мы пока только теоретически будем обучать пока первые курсы, а потом к окончанию уже на третий год полностью программа будет по-другому ориентирована на, по такому направлению, и теперь колледж свой проект уже разработал и уже готовит кадры, свои педагогические кадры. Не так давно было проведено и августовское совещание. Какие итоги были подведены? Целью нынче у нас августовское совещание было, во-первых, это у нас вся система образования в единое пространство, единое воспитательное пространство, единое обучающее пространство. И, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, готовимся к своему съезду. В начале октября, День учителя, у нас будет 14-й съезд педагогической общественности по всей республике. И мы сегодня обсуждаем концепцию развития системы образования до 2030 года. Очень много стратегических сессий, встреч, обсуждений проведены. И будут еще они со всех сторон должны мы рассматривать и мнение молодых учителей, и наших совет ветеранов, и наши экс-министры при этом принимают участие. Самые активные учителя, педагоги обсуждают сегодня, к чему мы должны идти и как мы должны развиваться в дальнейшем. Вот как раз о развитии хочу вас спросить. Сейчас по статистике количество учеников, которые уходят после 9 класса, поступают в средние специальные учебные заведения, сравнялось с количеством учеников, которые после 11 класса уходят из школы. Как вы думаете, с чем это может быть связано?
Это связано с тем, что, как раз я говорила, с очень активным таким развитием среднего профессионального образования. Мы сегодня обновляем свою материально-техническую базу. Колледжи становятся такими практикоориентированными. Они очень не только оснащенными, да, очень современными, креативными становятся. Поэтому наши дети стремятся получить такое образование. Во-первых, это быстро, через год, через два они получают уже специальность, профессию, уже хотят работать. А высшее образование, может быть, они хотят получать заочно, может быть, да, поэтому работая уже в системе. И это говорит о том, что еще наши работодатели, большие компании, производственные там компании, они пришли в сторону образования, они с нами работают, подписывают соглашения, они приглашают кадры, работают с обучающимися, с нашими выпускниками 9 классов. Поэтому сейчас школьник уже думает, уже видит перспективу свою, да, через диплом среднего профессионального образования. То, что сейчас именно среднее профобразование последние годы, да, работает очень активно со школьниками 7-8 класса, они уже профессионально ориентированы, поэтому результат этого, я думаю. Благодарю вас, Ирина Павловна, за очень содержательную беседу. Будем надеяться, что новый учебный год принесет и не только много новых знаний, но и, конечно, перспективы, которые открываются перед учениками. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.